الحمد لله أحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. فلك الحمد يا مولاي كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، خير نبي أرسله إلى العالمين كافة بشيرا ونبيا ونذيرا. عباد الله، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله تعالى، فاتقوه وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Хвала Аллаху Субханаху ва Тааля. Хвала Ему за все блага, которые нам дарует. Хвала Ему за то, что нас сделал мусульманами. Самое огромное благо от Аллаха Субханаху ва Тааля рождаться или потом стать мусульманином, лучше блага нету на свете. И с этим благом мы благодарны Аллаху Субханаху ва Тааля, Его посланник, который отдал всю свою жизнь для того, чтобы донести эту миссию. Воистину, Он дополнил эту миссию и донес до нас эту религию ислам. Но для того, чтобы донести эту религию до нас, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он понес очень большие испытания. Очень страшные испытания понес за эту религию, которой сейчас мы наслаждаемся, мы молимся, мы поклоняемся, мы знаем запретные и незапретные, и обряды. Альхамдулиллах. И этот Коран, который Аллах Субхану Тааля исполнил на пророка Мухаммада, сохранился, все это ради нас страдал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, асхабы, алимы после них, которые тоже страдали, донести именно истину до нас. То, что сейчас мы видим, это труды, начиная с пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, дальнейших ученых, которые несут, потому что, как сказано, ученые являются варасатуль амбия, то есть они наследниками пророков, и они донесли эту религию до нас. Действительно, какая-то великая благо, какая великая действительно благо и честь быть мусульманином. Как сказал Умар ибн Хаттаб, радийаллаху анху, он говорит: «А'аззана Аллаху биль-Ислам». Аллах Субханаху ва Тааля нас возвысил над всеми именно религиям ислама. И тот человек, который ищет возвышенности в исламе, Аллах его возвысит над всеми. И тот человек, который ищет возвышенности именно через дунья, Аллах унизит его перед всеми. Поэтому сегодня я хотел бы рассказать, чтобы мы знали, какие испытания пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, прошел довести эту религию до нас. Это его жизнеписание. Мы просто даже знаем нравы и так далее, но мы должны знать, какие он испытания понес. Конечно, он такие жизненные испытания понес, такие, которые дунья. Я думаю, если любой человек из нас, то, что он понес, это помимо довести эту миссию, просто чисто семейным. Мы знаем, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, у него было 7 детей. Родился у него 7 детей. 4 девушки, 3 мальчика. И самое страшное для любого родителя увидеть смерть своих детей. Одного ребенка, да, 2 ребенка. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он увидел смерть всех своих детей, кроме Фатимы, которая последняя умерла после него через 6 месяцев. Все 4 дочеря, 3 маленьких сына, все умерли при его жизни. Представляете, какое испытание, как отцу несет пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, как отцу, как человеку потерять своих детей. Даже рассказ, когда его сын Ибрахим умер маленькому, 2 или 3 годика, и слеза потекли с него, и говорит: «Так, я Расулаллах, ты плачешь, я Расулаллах». О, посланник, как ты плачешь? Он говорит: «Валлахи иннал кальба ла яхзан, ва иннал айна ла тадма».
Воистине, говорит, сердце, говорит, грустит, а слеза, говорит, а глаза отпускает слезы. Такой человек, как любой из нас, он тоже грустит, он тоже за потери своих тоже переживал, как любого человека. А переживал за свой умот он еще больше. Он отдавал всю свою жизнь донести этот ислам до нас. Пытались из самого начала погубить его жизни, психологически истреблять его, физически, чего только не было. Поэтому я сегодня хотел рассказать, какие методы они пытались против пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Первую хорошую поддержку, которую указал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, самое сильное, это было его дядя Али ибн Аби Талиб. Его дядя именно он поддержал, потому что он как бы один из главарей курайшитов, из самых лучших племен именно Аби Талиб был. Поэтому они пришли к нему и попросили, чтобы он воздействовал на своего племянника, чтобы он оставил эту религию, пусть оставит. И он сказали, вот твой племянник, он обозвал наши божества и нашу религию обозвал. Пожалуйста, или оставь его, или просто оставь, мы сами с ними разберемся. Конечно, Аби Талиб не оставил. Он красиво поговорил, говорит, но моего племянника я дам обиду не дам. Никому не давал ему обиду. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, дальше пошел. Он не смотрел на что. И опять к нему пришли, к его дяде Аби Талиб. И ему сказали, я Аба Талиб, инна ляка синнан ва шарафан ва манзилатан фина. О, Аба Талиб, ты у нас в возрасте. Ты у нас один из самых аксакалов, из самых достойных среди нас. И твое положение у нас не все мы знаем. Но, говорит, мы уже не уважаем тебя из-за твоего племянника. Посмотри, что он делает. А пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, был известен в своем народе как Ас-Садик аль-Амин. Честный. Он 40 лет прожил честным. Был всегда, который никогда не жил с своими нравами. Они все удивлены были. И они, говорит, поклялись, мы, говорит, терпеть его не будем, если ты не отдашь ему нам. И он пытался со своим племенем поговорить, может оставишь, может. И он говорит, о мой дядя, «Лау вадау шамса фи ямини, вал камара фи шимали», о мой дядя, если солнце, говорит, положит, мне возьмут солнце, положит на мое правое плечо, и принесут луну, поставят мне на левое плечо. Чтобы я это оставил, я никогда это не оставлю. Посмотрите, какая жесткость, какой иман. Один поначалу был, никого нету, все вокруг неверные. Альхамдулилlah, сейчас не оставляют других, а вокруг одни мусульмане, помощники есть. А тогда он один, кроме кто из асхабов принял, из родственников. Поэтому и дальше. Они пытались в то время как бы воздействовать на него, воздействовать. Значит, что надо делать? Он славился пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, своими нравами до ислама, до пророчества. Своими нравами, что он никогда не врет, никогда не обманывает, честным, чистым. Вот такая репутация сильнейшая была, когда был среди курайшитов. И значит, они попытались и на него всякие клеветовать его, всякими те вещи, которые он не способен. Но всеми общими они пытались это делать. Первый из этих обвинений, они сказали, что он сумасшедший. Он какой-то сумасшедший, он какой-то ненормальный. И Аллах Субхану ва Тааля в суре Аль-Хадж сказал: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва калу я айюхаллази нузиля алейхи зикра иннака ламажнун». Вот сказали, тот, который на него наиспослан Коран, воистине он сумасшедший. Они сказали, он что, Маджнун, сумасшедший человек. Наверное, не стоит его слушать. Зачем будет следовать сумасшедшим человеком? Но у них это не получилось. Один из мудрейших был пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям.
Все курайшиты, когда строили Кабу, будучи молодым, они, каждый хотел положить черный камень в углу, чтобы не началась война между ними. И ни один из них, самых умных стариков, не хватило ум и мудрости решить этот вопрос. А пророк Мухаммад ﷺ красивым, мудрым, нравственным подошел, и он им подсказал. Он говорит, положите на общий, на тряпку такую большую в зале, и каждый пусть возьмет, говорит, за угол. И получается, как будто вы все участвовали. Вот так красиво решил этот спор. Это у них не получится. Потом думает, наверное, почему люди идут за ним? Почему, когда он что-то читает Коран, наверное, он колдует. Он колдун. Он колдунством занимается. И Аллах Субхану говорит об этом в суре Сад. Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. وَعَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. И они удивились, что среди них появился, который их предупреждает. А те, которые уверовали, не верят ему. Он колдун, он лжец. Не верят ему. Он ведь колдун, он вас колдует. Они когда слушают Коран, даже один из послали одного человека, один из самых сильных кафиров, который был, он услышал этот Коран. У него что-то за сердце прихватило. Он испугался, у него нет, сейчас не проколдует. Убежал. И когда ему сказали, ну что ты слышал? И говорит, слушай, я не знаю, что это слышал, это что-то чудесное, это что-то необыкновенное, это что-то, это невозможно. Все, тебя проколдовал, он тебя заколдовал, все, успокойся, он тебя опять проколдовал, это колдун, вот так. Они понимают, что там что-то необыкновенное, не может быть, но и враг им не умеет. Они же знают, он среди своего народа, он же никогда не лгал, он никогда не обманывал, он сам такими нравами, как? Значит, он лжец. Он лжец. Питает, говорит, нет, он, наверное, лжет. И так сказали, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ لَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا. И те, которые не уверовали, сказали, нет, это ложь. Ложь, которую он сам придумал, и есть люди, которые ему помогли в эту ложь. И есть люди, которые помогли в эту ложь. Аллах Субхану Ва Тааля истинный, они против него клеветуют его, бухтан сделали. Воистине он не лжет. Не лжет, пророк Мухаммад не лжет. Аллах Субхану Ва Тааля восхвалил его. وَمَا يَنْطُقُ عَنِ الْهَوَى مَا هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. И пророк Мухаммад, его слова не от воздуха. Он просто, любое слово, что он скажет, он говорит, не от воздуха он говорит. Любые его высказывания, вахьюн юха, это откровение от Аллаха. Любые слова пророка Мухаммада, это откровение от Аллаха. Ма янтуку ани хава. Он с воздуха никогда не говорит. Его слова, они пустые. И как можно тогда? Как можно обмануть? Как можно дальше? Он грамотный, он начитал всякие сказки, которые другие народы придумали. Он общался, у него жена его, ее отец, он же христианин был, один из ученых, он с христианами, он же ездил в караване в Шаме, где-то он научился у этих их историй, он их выучил и нам рассказывает вот эти сказки. Не верите, он сказки придумывает. И Аллах Субхану Ва Тааля в суре Фуркан говорит, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. И сказали, это сказки предыдущих народов, эти джинны ему подсказывают, и он нам рассказывает эти сказки, пересказывает эти сказки. Да не верите, видите, это ведь сказки. И когда и другие люди исследуют, и никто не может. Коран, он никак не нашел похожий. Нет. И тогда нет, этот Коран, это не люди ему придумали, это джинны. Это джинны, наверное, придумали ему. И сказали, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. И они сказали, и мы знали, что они сказали, что это, наверное, не люди говорят.
наверное, из других народов, из других языков. Но воистине, говорит, это то, что говорит, это истинный арабский язык, это не арабский, это именно чисто арабский. Потому что настолько было чисто. Это один из чудес Корана, что никто не мог. Именно вот такие высказывания, такие красивые, глубокие, говорит, и ни на стих не похожи, и на определенные писания не похожи. И это их просто удивило. И дальше надо, как с ним бороться? Это не помогает, клевета не помогает, всякий тоже не помогает, давить через людей тоже не помогает. Он дальше идет, мучают его асхабы, следуют за ними. Хиджра сделал в Эфиопию, некоторые асхабы от уничтожения. Аммар ибн Ясир, камень ложили, Билял на его груди. Аммар ибн Ясир, ему мать, его убили. И дальше идет, уничтожает, следует асхабов. И говорит, нет, надо издеваться над ним, надо презирать его. И начали ему говорить. Вот как раз имам Бухари рассказывает, что Абу Джахль один раз говорит, как презирает. Аллахумма ин кана хада хуа аль-хак мин индак фамтар алейна хижарatan мин ас-самаи ау атина би'азабин алим. Типа он говорит, вот Абу Джахль, он сам говорит, это глава куфра в Мекке, говорит, о Аллах, если действительно это истина, вот мы кафиры, давай, говорит, сделай нам дождя из камней. Пусть нас дождь, пошли нам дождь из камней. Или давай гневимся над нами, помучай нас, если ты можешь. Посмотрите, они презирают, они перед пророком Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, о Аллах, говорит, давай, если это истина, а ну-ка давай, уничтожи нас камнями из неба. Смотрите, это страшный вид, получается, обвинение. И получается, они говорят про Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, посмотри, вот где твой Аллах, пусть нас накажет, это не кафиры ведь. А любой человек подумает, а почему-то действительно камни не падают на них? Почему Аллах их не уничтожает? Тут есть одна маленькая нюанс, маленький нюанс. Аллах Субханаху ва Тааля говорит, «Вама арсалнака илля рахматан лил алямин». Воистине мы спасли тебя только как милость для всех миров. Милость! Аллах хочет их наказать, Аллах послал им как милость. Милосердие для них. И Аллах Субхану, когда они так сказал, Абу Джахль, что он про Аллах Субхану Тааля послал? في سورة الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو آتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. И когда они сказали, то есть Абу Джахль, смотрите, Аллах подтверждает, Аллах Субхану Тааля подтверждает слова Абу Джахль, подтверждает его слова, что он действительно так сказал. И когда они сказали, о Аллах, если действительно это истина от тебя, тогда исполни нам дождь из камней, дождем из камней на небо. Или давай спаси нас мучение, если действительно это истина. Он говорит, «Вама кан Аллаху муаззибан». Но воистину Аллах, говорит, их не накажет, пока ты среди них. Пока же ты среди них, Аллах их не накажет. Субханаллах, он же милосердный. Милосердный. Пока говорит, ты среди них, Аллах наказание никому не пошлет. «Вама кан Аллаху муаззибан ва ястагфирун». И Аллах, говорит, не накажет, пока кто-то будет каяться. Субханаллах. Это милость Аллаха Субхану ва Тааля. Это и есть пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Просили у него, давай нам, ну, ты говоришь, посланник, а ну давай чудеса нам сделай какие-нибудь. Если там, может быть, какой-то рай, или ангелы к нам придут, и так далее. Что только не говорили. Вот как Аллах Субхану ва Тааля, это, как бы говорит в Суре Аль-Фуркан, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. Почему, говорит, этот посланник, как все люди, кушает еду? Зачем ему? Он же посланник, зачем ему кушать? И ямши фи аль-асвак, и идет по базаре, и торгует, как любой человек. Если действительно он посланник, пусть с ним, рядом с ним ангел такой будет ходить, который будет прожуждать с ними. Или пусть какой-то, наверное, клан Аллах ему пошлет,
или какой-то там сады с ним ходить, чтобы действительно могли уверовать в него. Воистину говорит, вот эти люди, которые несправедливо к себе поступили, они говорят, вы следуете за колдованным человеком. Он колдованный человек, посмотрите. Он разве, он нормальный, смотрите. Это человек, как любой человек, просто он заколдованный. Он говорит, кайфа дарабу лака амталь, фадаллу фаля ястати'уна сабиля. Да посмотри, как они всякие примеры тебе делают и говорят. Воистину они заблудились. Но Аллах к тебе не дадут выход, чтобы они к тебе могли тебя навредить. Аллах не даст. Да, у него испытания сильнейшие. Они дальше испытывали его. Испытывали дальше. Пытались, теперь давайте, может, торгуемся с ним. Ну, может, этот человек, он что-то хочет, может быть, он идет, ну, давайте мы попробуем, как торговать с ним. Ему сказали, давай, один день твои будет, не будем, за Аллах будем следовать, а один день вы за нашими божествами будете следовать. И как бы нормально будет, справедливо. И тогда Аллах Субханаху ва Тааля исполнил суру Кафирун. قال يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. Он скажет, о вы неверные, я не поклоняюсь, что вы поклоняетесь, и вы не поклоняетесь, что я поклоняюсь. И дальше сура до конца. Нету торговли с ними или идти на уступки не будет с неверными. На уступки нельзя идти. И пророк Мухаммад не ушел на уступки. Нельзя. Уступки за счет религии, это категорически запрещено. Дальше надо идти и терпеть эту религию и нести ее. Так, и что теперь? Что нужно тогда дальше? Они пытались, может ему богатство нужно, может ему высокое положение, королем стать над нами. Они пришли, вот рассказ Аббад ибн Рабиа, и пришел пророк Мухаммад от них как бы. Он говорит, о мой племянник, ты знаешь, ты среди нас, твой род очень сильный, уважаемый, и ты пришел с такой миссией, из-за этого вот раздор в нашем народе стало, вот люди друг друга уже ненавидят, воюют, и, пожалуйста, послушай меня, мой племянник. Если ты хочешь, мы соберем тебе имущество, деньги, богатство, ты будешь среди нас самым богатым. И женим самыми красивыми женщинами. Если ты хочешь правителем, мы тебя назначим над нами, правителем, королем будешь над нами. Только оставь это дело. Только оставь. И когда он так закончил, пророк Мухаммад ему читает аят из суры Фусилат. Ну, как начало и до فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Если, говорит, они отойдут, столько предлагают, скажи, о мой народ, я вас предупредил, та молния, которая может вас уничтожить, как уничтожил Ад и Самуд. Я вас предупреждаю, не играйтесь, дальше это хуже будет. Аллах может гневаться над вами. Пытались физически унижать, уничтожить. Абу Джахаль, он специально как бы договорился, специально делал, чтобы и торговли с ними не торговались, продукты не давали, всякие экономическую благоду делали его роду. Они голодали, чуть не умерли от голода. Специально они ничего не продавали для того, чтобы их уничтожить. Питались также, когда один раз службу делал у Кааба, кишки от верблюжьих. В службу они набросили на голову. Чего только не было. Когда уже было очень тяжело и помощь неоткуда. Вот смотрите, самый такой страшный, действительно такой, вот такой нюанс трагический. У него были родственники по материнной линии. Это Таиф, город не такой недалеко, где-то 50-60 километров от Мекки. Думаю, может, они поддержат меня, там, пойду попрошу, как родственные связи. Поехал туда. Они уже тоже узнали про него. И его, смотрите, он как поехал туда уже как бы уверен, он получит там поддержку. И оттуда они специально
так страшно прогнали его. И еще не только прогнали, взяли всех молодых, вот таких хулиганов, которые, бывает, конечно, если хулиганы, и взяли камни, и начали его обзывать, и кидать в него камни. Окровавленная голова, ноги течут кровью. Идет униженным, что его никто не увидел, прогнанным оттуда. Ты представляете, прогнанным идти с позором назад, как будет над ним будет смеяться? Как будет над ним смеяться Курайшиты, что вот так он с позором вышел вот такой. Представляете, какую его ситуацию один, с ним один только человек, который его сопровождал. И в этот момент, и он делает дуа: о Аллах, кому ты меня оставляешь? Народ, который меня презирает, я никому не нужен, о Аллах, не оставляй. В общем, такой дуа, если так привести, это просто не сдержать. Аллах посылает ему Джибриль, алейхиссалям, и говорит: инна Аллаха юкриука салям, инна салама юкриука салям. Воистину салям, он тебе передает салам. И говорит: если ты скажешь, в сей момент, я эти две горы, вот так говорит, над этим народом, вот так я их похорон под землей, Джибриль. Только скажешь Джибриль, моментом эти люди будут так, полностью будут уничтожены. И как вы думаете, тот, который Аллах послал рахматан лил алямин, он это просто сейчас от него стоит слово сказать, а ну-ка уничтожь их. Он говорит: нет, не надо. И он делает им дуа. Дуа кому? Кафирам. О Аллах, я надеюсь, что из их рода увидят мусульмане. О Аллах, говорит, тебе мусульмане. О Аллах, приведи их мусульманами. Дает им дуа, дает наставление. Вот это пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Асхабы также выдержали тоже выдержку сильнейшую. Сделали хиджру, оставили имущество, дома, отобрали всех, когда уехали хиджру в Медину, их отобрали их имущество, дома, и так ничего не оставили им. Который богатый стал бедным. Ансары им поддержку тоже жертвовали ради Аллаха, делили с ними дома, имущество, все делили с ним. Открепся ислам. Дальше их несет вот эту миссию. Вроде, казалось бы, все хорошо. Уже начали побеждать против курайшитов. Армия появилась мусульманская. Но появилась так называемые мунафики. Мусульмане приняли ислам, видели мунафики. Эти мунафики начали изнутри разрушать ислам. Они пытались мечеть, дыра делать, типа мечеть, которая она специально сделана, они ждали, чтобы пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям там помолился. А потом скажут: вот, он нас благословил. А эта мечеть шла специально против ислама. Всякие они делали. Категория мунафиков, которые являются как бы мусульманами, пытались его при Табуке убить его. Попытка убийства. Что только он не увидел. Вот такие испытания пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям понес ради этой религии, которую донес до нас. Поэтому мы, как последователи этой религии, мы знаем об этих испытаниях, которые он прошел, мы должны также с такой мудростью, с милосердием, с милостью держать эти испытания, которые тоже наша умма пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям несет в это время. Умма пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям несет в данный момент самые страшные испытания не только в истории ислама, в истории человечества. И каждое испытание, которое она дойдет до любого человека, до любого дома будет входить. Поэтому мы должны как никогда сохранить эту религию, эту миссию, которую пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям донес до нас, чтобы эта религия, иншаллах, осталась религией истинной, иншаллах, чтобы Аллах субхану ва тааля сделал так, чтобы мы вышли с этой религии, с этого мира, на этой религии ислама, с иманом, иншаллах, ва тубу илаллах, инна Аллах кана. الحمد لله نستعينه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله خير نبي أرسله إلى العالمين كافة بشيرا ونبيا ونذيرا عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وكشف كروبنا وقضاء ديوننا وتيسير أمورنا. اللهم يا رب لنا احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي فيها معادنا يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأخيار الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين